Всем привет, мы на Эль Казахстан, на Махаббат Квиз. Квиз. Какой ужас. Ну она Q, это же казахская буква. Ку. Да, Махаббат Квиз. Меня зовут Шыңғыс, это моя супруга Тамирис. Да. Сегодня что мы будем делать? Читать вопросы. И отвечать на них. Вопросы чаще всего, ну не чаще всего, все связаны с нами. Да, будем отвечать на то, как мы друг друга хорошо знаем. Да. В общем... А кто ты? В смысле, кто я? Стендап-комик? Ты типа меня не узнала, я думал. Да, я стендап-комик. Все. Вот просто комик, кому надо сценарист. Я ведущий менеджер по продажам. Вот, да. И жена моя. И да, так получилось. Да, что, мы в целом готовы? Можем начинать? Давай, Настя. Давай. Ты первый. Хорошо. Так, вы впервые встретились в стенах Central Stand-Up Club. Stand-Up Club. Расскажи, как произошло знакомство. Там было мероприятие, раньше было такое шоу на YouTube-канале, да, Маркум шоу, его удалили уже оттуда. Очень плохое шоу получилось на выходе. Да, это были съемки Stand by Live, это такое типа, как это, late night типа шоу, где есть ведущие, приходят гости звездные. И меня ребята ведущие позвали в рамках рубрики комика, где мы просто обсуждаем новости. И после меня был там какой-то звездный гость. Я пришел на это шоу, сел, сидели, мы обсуждали какие-то новости, что-то шутили, там, разговаривали. И со сцены я видел ее, она сидела такой в полосатой зелено-белой рубашке, в очках сидела. Я такой, ну, очень ярко выделялась вообще из всей массы людей, которые там сидели все в темном, и она сидит такая, что-то смотрит. Это я увидел позже, а я ее до этого видел еще, там, короче, есть рубрика, когда перед комиком выходит зритель из зала любой, и тоже что-то они знакомятся с ним, разговаривают. Я ее увидел, что она сидела на сцене. Как она, оказывается, вышла на сцену? Ведущие, короче, спрашивают, кто есть желающие выйти на сцену. И очень много желающих оказалось. Давайте сыграем стулья всем залом. И на счет 3 они все выбрасывают камень, ножницы, бумага, и вот этот человек вот так делает. Очень сильно выделилась из всей массы, ее пригласили. Я что-то следующий же я должен был выходить. Я что-то ходил туда-сюда, и обратил внимание, что на сцене сидит девушка, которая очень взросло отвечает, очень интересно, очень прикольно вообще ведет беседу с ребятами, очень уверенно. Просто тогда обратил внимание, а потом, когда уже сел на сцену, увидел ее в зале и что-то все время смотрел туда. После этого на какое-то другое мероприятие она еще приходила. Она стояла на баре, я подошел, поздоровался. В сторис. Это были финансовые котики. Нет, мы же после этого познакомились в сторис же. Ну, в смысле, там, как ты помнишь, как этот бал? Он посмотрел мой сторис. Я на него подписалась, и он написал мне в личку. Где мои манеры? Посмотрел сторис и не подписался. Где мои манеры? И скобочка. Скобочка! Ну, я старый, сразу понятно, что я старый. Что-то вот так вот начали после этого мероприятия. Она там была, она выкладывала сторис, я увидел, что клуб ее репостнул. Я зашел к ней, посмотрел, такой, это вот эта девушка, которая сидела в полосатой рубашке. Ответил на сторис, и потом что-то подписались друг на друга. Она продолжала в клуб приходить, уже просто не говорила, просто приходила, видела, что-то подходила, угощал ее, здоровались, постоянно общались. Потом после клуба пошли прогулялись, и вот так вот начали. Он гостил меня. Гостил? Гостил. Это вырежьте, пожалуйста. Такого не было. Вот так произошло наше знакомство. Ой, бай. Что ты почувствовала, когда впервые увидела Шыңғыса? Так. Во-первых, я его знала. У Чины есть очень хороший друг, который раньше был коллегой моей мамы. Я там тоже подрабатывала офис-менеджером летом, и на тот момент вот его друг все время ходил и говорил: у меня есть друг стендапер, вообще все круто, каждую ночь он там зависал. И как-то мама мне однажды Чину показала, и я такая: вообще, наверное, прикольно. Я периодически его смотрела. И потом оказалась на шоу, и такая, типа, вот, когда я впервые тебя увидела, я такая, чувак, друг Азы, и... А вживую я тебя впечатлил? Очень сильно. Ты такой прекрасный человек. Вы же тоже не верите, да? Так. Мне очень сильно понравилось в дальнейшем, когда я ходила на его выступление, как он рассуждает, как он разговаривает. И в целом он на втором мероприятии ты был прям сильно в ударе. Я в шоке был. Я просто в своем прайме был. Знаешь, когда я вел мероприятие и разговаривал с залом, я никогда так классно не выступал. Это как, знаете, у пацанов бывает, когда во двор выходит красивая девушка, ты начинаешь финтить. Вот это вот, знаешь, самые лучшие пасы, лучшие удары. Ты такой, все, всех обвел. Я вот так же, вот она в зале, я такой, все, я сейчас буду, исполнять. И вот так оно и вышло. Вот, Чисто как павлин привлек ее внимание. Расправил весь свой хвостик. Ну вот, с тех пор он всегда для меня такой же прекрасный
очень яркий человек. Яркий Да, человек. там английская «р» еще. Да. Ты сделал довольно необычное предложение руки и сердца. Поделись подробнее, как это было. Да. Для тех, кому интересно, можете посмотреть на страницу Абайлака. Почему-то. Да, Абайлак был там. Кто не знает, это диджей, блогер. Он был там, и он почему-то очень много снял и смонтировал это все раньше меня. И предложил мне совместную. Я такой, ну да, в целом про меня как будто бы рилс. Я принял его. И я заранее знал, что я буду делать предложение на концерте в этом малом зале, потому что мы в этом зале познакомились. В этом же зале, где мы увидели друг друга, там и планировал делать предложение во время своего концерта. Если честно, я в целом не очень отношусь к таким вещам, предложения на концерте, когда на концерт Басты или Джах Калиба люди выходят делать предложение, я такой, не мешайте нам концерт смотреть. Вот такое у меня отношение. Но я думаю, мой случай был чуть другой, у нас была эта история, плюс еще я сам артист, а не просто вышел на сцену к артисту какому-то. Артист. Артист, да. Она в какой-то момент начала подозревать, потому что у меня в штанах вот здесь вот так вот кольцо было видно, коробочка. Это не делайте такие длинные мужские карманы. Зачем они на коленях заканчиваются? Где-то вот тут у меня, вот где-то здесь у меня кольцо было. Да, я вышел на сцену, у нас был двойной концерт с Биржаном Хаблубаевым, он выступил, следующий выхожу я, и на моменте, когда я выступал, в зале было подозрительно гораздо больше людей, которые там очень много, ну почти все знали, что я буду делать предложение, кроме нее все знали. Она знала, что она мне всегда говорила, почему ты про меня не шутишь? Я говорю, так ты не тупишь, потому что ты нормально себя ведешь, про тебя нечего сказать. Но постепенно все равно начала тупить. Да нет, шучу. Нет, в целом что-то выписывался какой-то материал, она плюс-минус все это знала. И я расставил шутки в материале по очередности так, чтобы шутки про нее были в конце. И в конце я плавно перешел на историю нашего знакомства, что мы познакомились в этом зале, и то есть после того, как 12 наступает, будет ровно 4 месяца, как мы встречаемся. Вот такое было предложение, было очень эмоционально, ну, для меня, потому что я отшучивался как мог, если честно, вообще. Я что-то букет за сценой спрятал и максимально нелепо двигался. Кому интересно, реально, на моей странице она есть, можете посмотреть, там, промотать. Я там в какой-то момент хотел просто сам себя повеселить, я хотел начать петь. Это было так смешно. В конце тоннеля яркий свет. В конце тоннеля яркий свет, слепой, и как порвался. Ну, в общем, вот так вот это было. Вот, поделился подробно, как это произошло. У вас 9-летняя разница в возрасте. Расскажи, как это ощущается в отношениях. Ну, сначала, конечно, я об этом задумывалась, но потом очень круто, что мы обсудили это. Как-то так получается, что если о чем-то задумываюсь, Чина потом начинает диалог. И мы, когда это обсуждали, потом выяснилось, что, в принципе, это нас особо не парит, у нас какие-то темы для разговоров общие, в целом ничего не смущает. Но могу сказать другое, что когда Чина обижается, он ведет себя чуть более как ребенок. Типа, да блин, ну что ты делаешь? Что-то такое подростковое в нем начинается, а в целом... Дает свободу этому внутреннему ребенку. Да, или разница в возрасте, например, что я в 9:30 спать ложусь, он меня бабушкой называет. Реально в 9 вечера ложится спать, я говорю, ты что, бабка что ли, куда-то спать пошла? Говорю, давай посидим, поговорим. И ему становится скучно, он играет дальше в PlayStation. Поэтому такого, чтобы прям он... Так, как в этом в ТикТоке, типа, я балдею от наших разговоров, ты такой умный дядька. Такого нет, не было, все вообще очень. Да, я вообще стараюсь чили. не оставлять ее надолго наедине с собой, потому что она начинает что-то, ну, если она в плохом настроении, она начинает в голове о чем-то думать и начинает какой-то там диалог, возможно, там вместо меня она отвечает. Типа она со мной говорит у себя в голове, и вместо нее отвечаю я, и там не всегда так, как я хочу ответить, поэтому, да, ну, если я вижу, что она в плохом настроении, я стараюсь достучаться до нее, чтобы она не держала это в себе и поделилась, потому что, ну, вот надо ее слушать нам друг другу в целом вообще всем. Всем рекомендую разговаривать. Да. А в целом, ну, разница, она не то чтобы смущала. То есть она есть, я понимаю, что она есть, но она не смущала ни разу, типа, ой, какой-то ты уже не свежий, и как-то песочек сыпется, что ли, с тебя. Нет, такого не было. Кто по образованию тамилист и перечисли места, где работала твоя супруга? Она в процессе получения образования психолога. Учится дистанционно в Москве. А перечислить места, где она работала, ну вот как она уже сказала, она была на работе, где работала ее мама, она работала офис-менеджером, там помогала, бегала. По-моему, это еще было до 18 лет, да?
Да, это Ну, просто мне было ходила, бегала, помогала. 17, по-моему. Потом ты работала в магазине парфюмерии, парфюмерном магазине, и сейчас работаешь в магазине Бреге. Где часы, вот это Билет Групп и так далее. Парфюмерный почему-то не стал называть. Но я знаю, просто не стал называть. Там было перед тем, как я устроилась в парфюмерный магазин, я работала в ресторане. Потом перед рестораном я работала в меховом салоне. Перед меховым салоном... Ну это ты у родственников сидели везде работала. Ну это считается. Ну хорошо, в 12 лет я пошла на улицу раздавать листовки. На кого ты работала? Магазин Коттон называется, розовенький такой, турецкий. А, точно, я вспомнил. Ты мне про там Коттон. шапку купил, кстати, серую за 1000 Я тенге. обещал шапку срочно вообще, и мы за 1000 тенге купили шапку. Ну потом взяли нормально, но в целом обещание сдержал. Перечисли лучших друзей Шингиса и сколько лет они дружат. Первый, конечно, Бека. Ну да. Бека вообще... Беки с нами нет уже, это мой лучший друг Да. со школы. Да, она о нем знает. Мне кажется, очень хороший человек был, и все равно он у тебя как-то в памяти. Поэтому самый первый по важности будет Бека. В данный момент Буржан Кабулбаев. Привет. Привет, Лера Кабулбаева. Семья, с которой мы дружим. У них очень клевая история с Чиной, как они познакомились. Это был какой-то очень токсичный комплимент, как будто бы непонятный. Да. Я тогда еще не выступал со стендапом, Буржан уже выступал, и он выступал в компании вот этих ребят, которые до сих пор вместе двигаются. Это Мадик Нурманбетов, там Чингис Ундасынов, Вероника Ким выступали, и в том числе Буржан. И после выступления я подошел к Буржану, познакомился, поздоровался и сказал: ты очень классно выступил, в отличие от остальных. Очень дурацкий комментарий был, очень дурацкий комплимент. Ну вот, они потом долго не общались, и кто-то кому-то Просто скинул. перечисли именно. Но их не так много, во-первых. Давай. Бека, Буржан, потом. Это прям бестис. Из тех, кого ты знаешь. Бестис и Холмс. А еще какие-то бести есть? Ну, вообще, ну, просто друзья же, там же не прям написано лучшие друзья. Ну там лучше написано. Ну да? ладно, еще есть Арс Каунев, Ага. есть клубовские ребята все. Очень много ребят, да. Кто еще? Есть, которые одноклассники, одногруппники ребята. А вот в Польше, которые Да. тоже мои Я близкие люблю друзья. Ужан. И? Я забыла. Адель. Я не помню его полное имя. Какой позор. Дочь хотя бы вспомни их. Аделька. Все, Ой, ладно. Все, Аделька. ладно. Абдул, не обижайся на нее. Адель, я сказала, Аделька. какой позор. Это все выкладывайте, это не вырезайте. Помимо тебя, назови топ-3 любимых комиков Томирис. Таких нет. Ты что? Не, ну типа те, кто в клубе, да, те, кто тебя смешат. Да никто. Ну, чтоб прям живот лопнул. Серьезно, есть такой? Ну, примерно, ты же где-то там рядом находился, ты должен был слушать. Ты кого-то там прям сидишь, слушаешь, да, с кайфом. Ну, всех. Не, в смысле, это выглядело как будто предъява. Нет. Блин, я не могу вспомнить, кого ты слушаешь. Адият. Да, Адият Шакир. Мадик Нурманбетов, может? Нет? Ну, Да. ты не под этого, не поддакивай. Нет, но... Как есть, честно говоря. Блин, честно, у Мадика мне понравилась одна проверка просто. Про лимонад за 2000 тенге. Типа, вот это было смешно. Ну, Буржан Кабулбаев не точно. Буржан? нравится. Ну, Да. Буржан, точно, он тоже смешит. Ну, Ну в вот целом, три, да. все- Буржан, Мадик и Адият как-то сюда попал вообще. Нет, в целом Она на Адиата как-то клубовские, неадекватно реагирует всегда. алматинские комики вообще топ, вышка. Мне нравятся абсолютно все. Ну, очень качественный материал у всех ребят. Вспомнил. Айна Мусина, вот кто ей нравится. Они с мамой на нее ходили, и они кайфуют. Ну, это я пошла, потому что... Айна, простите. Потому что мать моя хотела. А, это Там твоей мамы шутки любимый про комик, да? деторождение, типа, про вот это все. Ладно, Айна, извини. Да, как дела в Вот. Грузии? У ребят клубовских очень классные шутки, потому что проходят через редактора моего мужа. Ой, бай, Вот. не прям редактура. Ладно. Что теперь? Кто? Так, давай, теперь ты. Во сколько лет Шингис начал выступать в качестве стендап-комика? Где произошло его первое выступление? Массаган. Ну, во сколько лет точно сказать не могу, но Ну, сколько я выступаю примерно? ну, я знаю, что это все Баярдан, это вот сначала был КВН, вот эти ваши какие-то. Вот разница в возрасте КВН. Вот так. Ну что был КВН? А первое я не помню. В Караганде еще, с Караганды Нет, здесь в начиналось? Алмате впервые. Вот с Буржаном я тоже подошел, потом на следующей неделе выступил. Вот, по блату. Ну, в первый раз я выступил в универе вообще. Прям со стендапом. Это было посвящение, год 13-й, по-моему. Просто вот именно с внутриковым стендапом. Не тот такой общий, который городской какой-то, всем понятный. А вот внутриковые темы про СДУ и так далее. Это было в году 13-м. А потом уже, что, В стендапе ты лет 5? 6-7 лет.
Еще раз профукала. Так, 2024 сейчас, я сам не помню, что она ответить не может, потому что я сам не помню. Это было в 2017 году, я, наверное, активно начал выступать. Да, лет 7, наверное, 6-7 лет. Вот. А что там еще было вопрос? Сколько я выступаю, где было первое выступление? Где было первое, ну вот, да. в универе, наверное. А если вот такое городское, то это вот там же, где я познакомился с Боржаном и с другими ребятами. Это было Чайхана номер 1, короче, возле КБТУ. Ой, бой. Да, вот там это было выступление. Там я и выступил в первый раз. Запомни. Что вдруг кто-то еще спросит. Чтоб стыдно не было уж. Из-за какой ситуации Томирис носит только кеды? Что? Что-то про тебя узнали, что ли? Подождите. Я сейчас Откуда только вы знаете? вспомнила, да, я вроде Ты никого... где-то рассказывала? Нет, я не Вы- рассказывала. Нифига себе, вы журналисты? Вы копались? Нет, это просто в один момент предположи. Что ты, ноги устали? Нет. Что, туфли сломались? Чего? What the fuck? Из-за какой такой ситуации носят только кеды? Не знаю. Короче, я в каком-то возрасте, в подростковом, начала комплексовать из-за того, что у меня очень пухленькие большие пальцы ног. И такая, я в жизни сандали вообще носить не буду. Просто буду ходить в одних кедах. А еще кроссовки я не могу, потому что из-за высокого роста у меня в кроссовках ножка вот такой. У меня маленький ножка, вот это вот. Нифига себе. Вот! Привет! Назвал, ну, сказал, типа, вот так, шел сзади, говорит, Томирис, а что ты такая высокая, у тебя ноги такие маленькие? Ужас. Блин, я, видимо, да, когда познакомился с ней, не прям так штудировал ее Инстаграм. В интервью Шингис признался, что в тебе его привлекло определенное качество. Какое именно? Научила меня слушать, вот что я вот так сказал в интервью, что она меня научила слушать. Потому что я очень отвык вообще в целом быть не один. И когда мы начали с ней быть вместе, я такой очень эгоистично себя вел, там телефон мог залипнуть и так далее, залипнуть. И вот она меня научила, типа, как-то, как это сейчас говорят, качественно проводить время. Вот. Quality time. Вот так. Ну, вот. Мы тогда 2 месяца все встречались. На Прикол, момент интервью? Да. Не. Да, ты сказал, ну вот почти 2 месяца. Вот так еще. Нифига себе. Да. Какие цветы Томирис считает самыми красивыми? Красивыми? Ну, ее любимые цветы это лизиантусы, вот что я знаю. А самыми красивыми? Короче, у нее, по идее, более практичный подход. Она говорит, я люблю лизиантусы, потому что они дольше держатся. Потому что все остальные другие цветы вянут быстро, но они и красивые. Я, если честно, до знакомства с ней никогда в жизни не слышал про лизиантусы. Я только просто с ней познакомился и такой, какие цветы любимые? Лизиантусы. Почему? Они очень дорогие. Наверное, да. А если лед в воду добавить, вообще шикарно стоят. Лайфхаки. Лайфхаки. Вот. Полезно. А у меня какие любимые цветы? Я. Ну пусть так будет. А у тебя есть любимые цветочки? Наши авокадо. Да. Стив Джобс и Марк Цукерберг у нас растут дома. Авокадо выращивать в стаканах. Да. Смотрит ли твоя семья выступления Шингиса? Как родные реагируют на откровенные шутки? Смотрят. Сначала, когда я маме сказала, что вот мы общаемся, что мы встречаемся, у Чины вышел Замандас как раз. Замандас Мачлав. Прямо в день, когда мы начали встречаться, вышел наш эфир на Замандасе. Вот, и матушка посмотрела, потом сказала тете, там все посмотрели. Мама, например, как она говорит, я, конечно, все понимаю, все шутки, над чем-то смеется, что-то ее смущает, но Чина в Замандасе сказал, это не ваше кошачье дело, и моя мама теперь постоянно его цитирует, говорит, как Шингис говорит, не наше кошачье дело. Был еще случай, короче, где когда я познакомился с ее мамой, через пару дней на выступление пришли ее дядя и тетя, они прямо вот здесь передо мной сидели. А я не сразу понял, что это они, я не помню, как они выглядят внешне, но я как ведущий стендапа, я начинаю рассказывать правила, а потом начинаю знакомиться со зрителями в зале. И так получилось, что я познакомился с ее родственниками, а потом такой... Так, очень странное совпадение по именам и по местам, где они работают. Я, короче, все узнал. Я уже на втором имени понял. Я такой, надо, наверное, притормозить, не материться и так далее. Все, объявляю первого комика, ухожу со сцены и пишу Игорю. Вот такой-то родственник, где работает? Говорит, там-то, там-то. А по образованию кто-то. Я такой, походу, его уже познакомились. Говорю,
Вот такие. Ну, у меня, произошли. правда, была паника. Я сказала, сфотай их. Он говорит, я не могу. Я говорю, прям технично сфоткай. И он как-то, вообще-то, очень грамотно сфотографировал, и у меня вот так просто накрыло все. Такая, что сейчас будет? Что такое было? Ну да, была Ну, легкая кстати, паника. это было чистое совпадение, что я только утром показывала тебе фотографию, где я маленькая с дядей сижу. Да, ну я бы не узнал его все равно. Да? Ну да, Потому что он очки носит, да, наверное? ну, наверное. Если ты коллекционируешь виниловые пластинки, то что собирает Тамирис? Ну вот, как она сказала уже, она выращивает авокадо. А еще у нее есть картина по номерам, она ее красит. 100 лет уже А если, крашена. да, если коллекционируешь, что она? Одноразки коллекционирует? Нет? А что? Я не курю, я девственница. Ну, она, если честно, да, она вчера бросила их курить. Одноразки. Что ты думаешь, родственники увидят? Они 100% увидят. Я еще и Страшно. пью. Ну, а что, ты что-то еще коллекционируешь? Мужей, ну шучу. Мои пластинки она коллекционирует тоже, она мне дарила винил, и мама ее тоже подарила на Новый год винил. Я коллекционирую полосатые вещи. Это называется просто в гардероб. Но у меня очень много полосатых Ну, вещей. нет, почему-то. коллекционировать это когда, ну хотя да, ладно. Хотел сказать, не пользуешься, потом такой, я же винилами пользуюсь. Ну вот, ну вроде ты больше ничего не коллекционируешь. Я люблю от всего избавляться больше, чем ну да. коллекционировать. Не против ли ты, если Шингис будет упоминать вашу личную жизнь в своих монологах? Нет. Ну, как я уже сказал, она больше настаивает на том, чтобы я... Ну, смотря какие вопросы, какие моменты, это, конечно, все сначала согласуется со мной. Ну, Ну да, да. вроде да, пока что такое было, чтобы спросить, типа... Это даже больше не то, что ничего ли- согласовывается, я просто говорю, вот такой есть прикол. Типа, мне просто интересна ее реакция. А потом, если ей не нравится, ну это очень смешно, но я, наверное, не буду говорить, если это задевает, ей это неприятно. Но мне важно это обосновать. Ну да. Да, Тоже чтобы не было такого. Я просто не хочу, чтобы ты вообще о мне говорил. Я хочу, чтобы ты думал, что ты один на этой планете. Нет, не настолько, просто... Вот она и мой маленький братишка, которому 10 лет, вот они вдвоем просят про них шутить почаще. Потому что мы с ним друзья. Да, она с моим братишкой дружит. Альтошка, привет. Ну, а что, расскажи про традицию, которая сформировалась в вашей молодой семье. Это из свежего, это то, что было вчера. У нее выходные дни выпадают только на среду и четверг. Мы стараемся либо в среду, либо в четверг ездить куда-то завтракать. В смысле, не дома, а куда-то выехать. Это вот уже, да, какая-то традиция Да. сформировалась. Что еще? До того, как мы переехали туда, где мы сейчас живем, у нас были не то что традиции, а обязанности. А, ты хочешь об этом не говорить? Потому что мы вместе Что живем. мы вместе живем, Да. что некоторые родственники еще не знают, поэтому можно это вырезать. Мама-то знает. Мы же замужем, да. А когда это выйдет? Смотря когда выйдет. Если это в апреле выйдет, то окей. В мае должно выйти тогда уже. Или после моего УЗАТУ. Прям в Ну феврале? все. Тогда вот мы до сих пор ездим друг к другу. Я не курю, я девственница. Ну, вот эти истории, она попросит сейчас подойдет. Ну, короче, вот, да, мы ездим завтракать по ее выходным. Нет, говори уже как есть. Ну, что я сказал? Нет, про то, что мы живем, что ты хотел сказать? Да. Помимо завтрака еще А, какая-то ну, традиция. это да, у нас не то, что традиции, это были больше обязанности. Типа, я мусор выношу, воду набираю, ты там готовишь, убираешься. Помнишь? Ну, На я не орбите- то, на чтобы, орбите. кстати, готовилась, да, готовила. Нет, очень хорошо, вкусно готовит. Мы, кстати, Я ее вначале обманул, говорю, я буду готовить всегда. Ни разу не готовил еще, по-моему. Почему Нет, пиццу готовил. Пиццу, и ты тушил картошку с мясом. О, В вот. 2 часа ночи мы ели почему-то это. Приспичило. Но в основном Да, она кстати. готовит и очень вкусно. Еще когда мы переехали в новую квартиру, в Орбите еще готовить как-то не сильно хотелось, у нас там в раковине мошки были. А когда Поэтому мы и переехали переехали, сюда, там такая подсветка есть, и чем такой, ну здесь грех не готовить. И когда я при нем мыла полы, он такой, скажи, здесь даже приятно убираться. Я говорю, так я же убираюсь. Он такой, ну скажи, Полностью приятно. ей внушил, что ей все это должно нравиться. А какие-то традиции у нас еще есть? Ну, мне очень нравилось, когда Чина меня провожает утром на работу. Еще Потом такой 3 шага, сонный по-моему, встает. от кровати до двери. Он еще мне никогда не отказывает, это тоже традиция. Если я что-то прошу. По традиции ты не должен мне отказывать. Каково это быть женой комика? Весело, очень даже прикольно. Она впервые на вопрос очень грустно отвечает. Весело, Нет. да.
У нас, наверное, разный ритм жизни. Мы когда начинали встречаться, мы поняли, что я к вечеру уже устаю, Чина только там у него активизируется, да, там энерджайзеров. Я ложусь спать, он приходит ночью с выступления и видит, что я сплю. И такой типа, ой, знаешь, что сегодня было? И я вот уже все, я там сладким сном, как ребеночек. Знаешь, что сегодня было? И начинается... Я так говорю. Ну да, Жан, такое было. Потом он вспоминает в разговоре. А вот, например, я ехал в такси, и там играла такая песня, начинает ее напевать и говорит, ты что, не знаешь эту песню? Алиса, включи такую-то песню. Там у Алисы громкость 8 на всю квартиру. Но в целом прикольно. Мне еще очень нравится, что это, про деформацию не назовешь, что очень креативный в плане очень быстро находишь какие-то решения, что сказать. Очень подвешенный язык. Если я расстраиваюсь, он всегда знает, что сказать. По крайней мере, если это какие-то дурацкие шутки, и они не работают в таких ситуациях, мне просто тепло, что ты пытаешься, прям очень активно пытаешься. Там есть одна вещь, я очень смешу ее внутриками, короче. Она один раз нашла ко мне подход, я тоже сидел что-то грустный, и она ту же самую шутку переделала, там вообще не в рифму, но просто вот типа по этому же принципу сказала, и меня это сильно рассмешило. Скажи, что я хорошая жена, пожалуйста. Ты самая лучшая жена, Ты которая у меня была. Моя первая жена, кстати. Да. О какой свадьбе мечтает Томирис? Будет ли той? Той будет. Вот скоро уже совсем в апреле. Блин, в голову ломаю, как вообще делать. У меня проблема такая, я очень открытый вообще человек и дружелюбный, и у меня очень много друзей. Я не знаю, как это вообще сделать в Караганду. Я не знаю, мы еще сейчас полчаса посидим, я вас 5 тоже, наверное, позвал на свадьбу. Что вот настолько. Да, и вот. Ой, извини, брат, тебя забыл тоже наверху. Ты тоже приезжай. Вот так вот это, короче, я не знаю. А свадьба ее мечты, не знаю. Типа, классическая какая-то. Нет? В Грузии? Нет? Сами вдвоем? Нет. В клубе? Все, блин, точно. Но она будет, скорее всего, да, летом. Как так? Да, я забыл, извините. В клубе, где мы познакомились, там большой зал есть, она хочет, чтобы мы там сделали свадьбу. Вот это ее мечта. Кто ее будет исполнять? Не знаю. А ты бы что хотел, кстати? Ты бы какую свадьбу хотел вообще? Если честно, не хочу вообще свадьбу. Да зачем она надо? Ну, да, будет свадьба. Вообще, любую хочу. Какую ты хочешь, вот такую хочу. Какой ты хороший. Не отказываю, традиция. Так, какой момент в отношениях помог вам сблизиться? Землетрясение. Ну что, мы до этого не были близки, что ли? А какой момент помог сблизиться? Это будет день, когда ты сказала, что ты любишь меня впервые. Это очень странное совпадение, что я сидела в какое-то заведение напротив клуба и ждала его с выступления, чтобы с ним поговорить. И вот, как Чина сказала, у меня есть очень прекрасная привычка додумывать за человека и в целом решить все самой на своей стороне и потихонечку свалить, так сказать. Я ждала его в Куку, чтобы с ним расстаться. Просто за меня человек решил, что я ее не люблю. Сама вот ее оставила, надо чуть подумать. И все. Ну вот, Пришел, я такая... начал ковыряться в этой голове. Но я ничего еще не успела сказать, спасибо Боже. И просто рассказала более-менее, как смогла, проблему. И Чина очень грамотно разъяснил мне и взял с меня обещание, что я не буду за него додумывать. И что в дальнейшем проблемы будут обговариваться и решаться уже совместно, чтобы таких ситуаций не произошло. Потом вечером он признается мне в любви. Я такая, все, добил. Захватил мое сердце. Да, миссия выполнена. Как раз таки вопрос в тему. Когда ты осознал, что любишь Томирис? Прикинь, реально. Когда я хотела с тобой расстаться. Когда она хотела со мной расстаться. Это было, короче, через дней 8 или 10, наверное, да, после того, как мы начали встречаться. Да, 17 июля это, короче, было, 23 года. Да, вот просто провожал домой возле подъезда, все, обнимались, прощались. Я такой, ну вот, я прям так и говорю, ну, наверное, я уже вот готов, наверное, сказать. Вот так я начал говорить. Она, видимо, все поняла уже, и все, я сказал, и довольно поехал домой. Все, тоже довольная пошла домой. Я еще любил это в такси, когда сажусь, еду. Я же ее до подъезда прям провожаю, так она все, домофон, она все заходит. Я ей пишу, дошла? Начинаю переживать, все, ты дошла до дома, нормально все? Ну, в подъезде может быть всякое. Кстати, тоже, да. Когда ты осознал, что любишь. Когда я осознал, короче, что она меня подкупила тем, что, ну, в смысле, ты же поняла, о чем я.
взяткой, прикиньте. Нет, она меня подкупила тем, что она очень заботливо ко мне относилась. То есть это было лето, и в клубе было очень жарко, и она после работы приезжала на мои мероприятия, где я выступаю, и всегда бутылку воды привозила. Хоть я и мог сам это сделать в клубе, купить просто вот сам момент вот этот, холодной, леденящей воды, это прям все так в тему было. Я ее угощал, она меня вот воду привозила, и меня это так сильно подкупило, что обо мне так никто не заботился, как будто я такой, ну блин, это так классно. И естественно ты начинаешь задумываться об этом, а что вообще, зачем обо мне заботиться и все такое. Вот тогда, наверное, начался мыслительный процесс в эту сторону, короче, и он завершился тем, что я сказал тебе у подъезда. Знаешь что? Что? Ты такой продажный. В смысле? За бутылку холодной воды Да, тебе да при чем купила. тут вода? Это просто, я же про заботу. Я продался за заботу, пусть за будет заботу. так, да. Да. За мою, не за Да, чужую. да, твой вопрос. Слушаю тебя. Когда ты осознала, что любишь Шингис? Такой же вопрос. Ну, давай. Блин. Я до сих пор не осознала. Так ты знал, что вот что-то такое выкинет. Но я сказала, наверное, потом после тебя спустя неделю. И то в WhatsApp. Да я же сыкуха чуть-чуть. Я на 9 лет младше. Дайте поблажку. Я тогда, когда ВКонтакте еще расставались. Как я поняла, что я тебя люблю? Да, такой вопрос. Когда ты осознала? Отвечай. Ну, как тебе... Нам всем интересно. Как тебя не любить? Я точно уже не помню. Просто вот так на него смотрю. Я до сих пор на него смотрю и думаю, блин, какой он красивый. Он что-то рассказывает. Я такая, блин, какой красивый человек вообще. Но я не помню, простите. Очень не помню, но зато я могу сказать, что я каждый раз об этом вспоминаю, когда я на тебя смотрю. Не то, чтобы я ушла на улицу, забыла о тебе вообще, домой пришла такая, я замужем. Какие-то, то, что ты пишешь, например, какие-то сообщения в течение дня, там, например, утром я уезжаю, он еще спит, пишет на работе, ты доехала или нет, я такая, господи, человек переживает. Просто каждый раз об этом думаю, снова влюбляюсь, такое есть. Когда он домой приходит, я его встречаю, вообще круто. Да, Круто с тобой мило, вообще существовать в этом мире. Взаимно. Классно. Рад партнерству нашему. Подожди, с вами приятно иметь дело. Обращайтесь. Мы можем задать 11 вопрос сами. У меня 2 вопроса, на самом деле. Я не знаю, какой из них выбрать. Давай ты у меня один заберешь и Я их задашь пронумеровал. Давай. Выбери первый или второй. Второй. Что ты решила выбрать на махр? Ой, 1 миллион тенге. Очень грамотное, ответственное желание. Видео зафиксировали мы везде. Да. У нас летом мы решили с тобой сделать. Перед свадьбой. Нет, летом, когда... Почему? Летом, когда Малика прилетит уже. Хорошо. Моя лучшая подружка будет свидетельницей. Попрошу 1 миллион тенге, положу его в депозит, чтобы росли проценты, и потом уже как-то грамотно использую. Сначала хотела попросить мне зубы вылечить, потом решила, что лучше 1 миллион тенге. Все? А первый? Первый вопрос, когда манты приготовишь? Когда купишь мантоварку. Все хорошо. Да. Прекрасно. Твой 11 вопрос. 11 вопрос? Кого ты больше любишь, маму или папу? Шучу, нет. Если бы махр просили мужчины, что бы ты попросил? Я думал, ты задашь свой вот этот вопрос, который ты говорила про эти десерты. Помнишь, дурацкий Давай, вопрос? нет, давай его. Короче, кто в Он ТикТоке, есть. тот в теме. Вот тебе, короче, говорят, да, до конца жизни ешь один и тот же десерт, что бы ты выбрал? Я до сих пор не придумал, если честно, сколько ты меня спрашивал. Я не знаю, как он называется, короче. Это вот, она такой вот снизу печенье, вот так сверху банан, и вот так шоколад, карамель, или карамель или шоколад, что-то такое. Как называется? Трайфл. Трайфл, вот это вот. А потом ты вот так долго, уже 10 лет, 11, 12, 13 ешь, и тебе говорят, ты можешь выбрать что-то другое. Это уже 12-й вопрос, все уже. Нет, это все в одну купе, в одну сумку, давай. В одну сумку, не знаю. Яблоки это десерт? Запеченные яблоки с карамелью. Нет, не хочу такие. Ну, выбери другое. Ну хорошо, Наполеон. Наполеон. Более молодой, более свежий, спустя 12 Блин, это лет подстава. жизни с Это трайфлом подстава. ты Это поменял. многоходовочка, да, в которую я попал. Просто капкан. Хотим вам вручить подарок от нашего спонсора Пандора. Спасибо. Спасибо. Большое. Это типа я подруга буду считать. Вау, они даже с косметичкой. Ух ты, красиво очень. Да, все, это был я, Шангас Сермек, и моя жена Тамирис.
Подписывайтесь на Эль Казахстан. Эль Казахстан, спасибо большое, что пригласили. Было очень приятно побеседовать. Подписывайтесь, я уже как говорил, да, пишите комментарии, ходите на мои выступления. И что? А подписывайтесь на инстаграм Тины обязательно. Да, У него скоро 10 подписывайтесь. тысяч будет. А вот, и в следующем году ты будешь №1 комиком. Спасибо. В Казахстане. И вообще в Спасибо. СНГ. Спасибо. Да, пишите в комментариях, что вы хотите на Махар. Да. И какой десерт вы выберете. Все, всем пока. Всем пока. Аривидерчис. Нет.